Белоруссии Алексей, партия развития России, политическая партия Альянс Зеленых и социал-демократов, и у нас здесь присутствует Алексей Сергеевич Бурнацев, значит, партия политическая гражданская сила политического совета партии Потапов Александр Александрович. Он здесь с нами. И, значит, ряд всероссийских общественных организаций, таких как Всероссийское общество владельцев гражданского оружия, Молодость России и за права женщин Всероссийская общественная организация. Также с нами здесь сегодня присутствует председатель политической партии Киргизстана АРУ-Л Рустам Журшуналиев. Это молодая, развивающаяся, динамичная партия Кыргызстана, которая с нами. И, значит, также у нас присутствует здесь председатель политической партии и с ней группа из руководства этой политической общероссийской партии «Женский диалог» Семерикова Елена Геннадьевна. Семерякова, я просто думаю, просто ударение поставил. Вот, Елена Геннадьевна и ряд экспертов, общеизвестных, уважаемых, таких как любимый наш Надеждин Борис Борисович, он сегодня с нами, политический деятель, политолог, сейчас он и средствами массовой информации занимается. Вот, поэтому, значит, у нас по скайпу сейчас там ожидают в пресс-центре глава объединения общественных инициатив Майдана «Национальное собрание», глава штаба Национальной гвардии Волков Владимир и член штаба Национальной гвардии. Мы убрали, что он сотник Майдана, потому что думали, что он приедет, но он говорит, если меня обозначить как сотник, то меня из России никто не выпустит, поэтому я туда не поеду, и решили тогда провести по скайпу это мероприятие Яблонский Александр. И один из основных докладчиков – это вице-президент Международного парламента безопасности и мира, председатель Союза юристов Украины, депутат парламента Украины, президент Мирового конгресса украинских юристов, ну и, понятно, доктор-профессор Евдокимов Валерий Александрович, и к нему один из самых болезненных вопросов сегодняшнего дня, потому что сегодня звучит две оценки происходящего: легитимна сегодняшняя власть на Украине или нет. Поэтому вчера мы с ним разговаривали по телефону, и он говорил, что однозначно власть нелегитимна, потому что сегодняшняя исполнительная власть действует на основе тех поправок, которые приняты этой Радой, а по регламенту Рады поправки в Конституцию в одной сессии внести нельзя. То есть это выглядит так, что Рада простым большинством голосует за законопроект, и этот законопроект в обязательном порядке рассматривается на следующей сессии. То есть осенью это возможно рассмотреть, возможно внести поправки, но есть определенный порядок, который существенно нарушен. Поэтому, естественно, те поправки в Конституцию, которые дали возможность Раде назначить сегодняшнюю исполнительную власть, они не вызывают огромные сомнения. Здесь мы согласны, но с учетом того, что он находится на Украине и в результате переговоров с главами объединений Майдана и Национальной гвардии, которые сказали, мы везде по Украине ходим с автоматами, они у нас заряжены, мы с ними спим, мы с ними не расстаемся, мы готовимся к уличным боям. Ну, в общем, можно представить себя, как чувствует себя там Евдокимов, наш председатель ассоциации юристов, который, конечно, по телефону говорит одно, что он будет говорить по скайпу, я пока не знаю, но думаю, что с учетом того, что юриспруденция, никуда же не денешься, закон либо нарушен, либо нет.
Поэтому нужно понимать, что, конечно, для объективной информации сегодня на Украине достаточно сложная ситуация, а наша с вами вообще задача и наша с вами цель и суть нашего собрания — это все-таки понять происходящее объективно, потому что мы понимаем, что Америка отчасти передергивает. Мы понимаем, что и Россия отчасти передергивает происходящее там, и мы понимаем, что правда-то где-то посередине. Поэтому вот эта правда, для того, чтобы ее понять, и эта правда позволила бы облегчить страдания людей, позволила быстрее преодолеть вот этот кризис и выйти из него с меньшими потерями, потому что вот эти крайности, когда ты либо за белых, либо за черных, либо за красных, как это было раньше, эти крайности, они тяжело разрешимы, потому что компромисс, везде нужен компромисс, потому что часть, конечно, вины в том, что происходит на Украине, лежит и на России, на том, что у нас не работает демократия в полном объеме, на том, что у нас избирательные технологии и политическая конкуренция отсутствуют, на том, что у нас коррупция и организованная преступность, на том, что с нами не так уютно, понимаете, и не так комфортно, потому что мы с вами пока что и не построили еще то государство, куда бы люди стремились, и вот этот рай в шалаше пока что раем не называется, поэтому отчасти, конечно, мы, политики и представители политических партий, виновны, наверное, я так думаю, да, в том, что Украина и жители Украины не очень стремятся к объединению с Россией. Но, конечно, нужно понимать Америку и цивилизованные формы новой колониальной политики, когда приходят в развивающиеся страны современные государства, они под себя забирают наиболее доходные отрасли, и все остальное остается местным жителям. Поэтому эта колониальная политика в Африке, она ничем не отличается от колониальной политики, которую проводят и здесь, на бывшем постсоветском пространстве, и это тоже не нравится, потому что я разговариваю в странах СНГ, там все недовольны, потому что наиболее рентабельные забрали под себя, а все, что осталось, непонятно где зарабатывать себе на жизнь. Поэтому колониальная политика и те методы, которые были применены в Сирии, в Ираке, это частные военные компании, это вот эти перевороты за счет этих частных военных компаний, когда государство вроде бы ни при чем. Здесь огромный вопрос вызывает те снайпера, которые стреляли. Вообще ведь самое выгодное, то, что людей убивали, то, что снайпера стреляли, это те, кто организовал Майдан. Им нужна кровь, им нужны жертвы, им нужны вот эти цветы на площади. Поэтому, чтобы Янукович отдал приказ, ну, такого быть не может, ему это вообще ничего, понимаете? Поэтому, естественно, вот этот сценарий, он уже опробован в нескольких государствах. Ну и чем это кончилось? Посмотрите, что происходит в Ливии, посмотрите, какой бесконечный конфликт в Сирии, посмотрите, что в Ираке. Но нефть в Ираке добывается американскими компаниями, и частные военные компании охраняют наиболее доходные отрасли, а в остальном терроризм, кровь и полный хаос в стране. Поэтому, конечно, вот эти две полярные ситуации и правда, которая посередине, и те люди, которые не встроены в систему власти, те люди, которые не обязаны говорить в угоду тому или иному представителю государственного управления. Политическая партия АРУЭЛЬ, Кыргызстан, председатель партии Гунушалиев. Что сейчас переживает наш братский народ Украины, мы пережили, знаете, наверное, в течение 10 лет у нас произошло 2 революции. Тоже с участием западных служб, может, или, ну, это все мы пережили. Точно так же, такая же сценарий была у нас в 2010 году. Те же снайпера, сценарий один и тот же был. Я что хотел бы сказать. Власть, которая сейчас называет себя властью Украины, это нелегитимно, потому что наша власть тоже нелегитимно пришел к власти. Сейчас, которые принимаются решения, законы, она тоже нелегитимна. И эта история скажет свое, займет свое место в истории. И чтобы выйти из этой ситуации, народ должен объединяться и прийти, как сказать,
к одному мнению, чтобы выдвинуть своего лидера от народа, а не так, который там подставлен с Запада. И мы хотели бы сказать Украине, чтобы все решалось на правовом русле, законодательном плане все решалось. Спасибо. Разрешите? Партия развития России. Я хочу немного дополнить выступление. И хочу, чтобы наши братья, славяне и украинцы задумались о том, что сказал сейчас человек. Киргизия, Председатель партии Киргизия. да, Киргизия, Украина, берем другие страны, Грузии, где прошли революции. Сценарист, не сценарий, а сценарист один был. Вот, и возьмите листовки с Майдана, листовки, которые раздавались с Египта, с Киргизии и сравните их. Язык меняется, но смысл даже тех, цветовая гамма практически одна и та же. Где-то валяется листовка. И одна, и вторая, может выкинуть. Что еще хочу сказать? Украинцы сами по себе, они не националисты. Националисты — это западные области, которые были всегда под гнетом поляк и тому подобное. Я не могу сказать, люблю я там, ненавижу. Ненавидеть надо любить близких. Вот, надо уважать или не уважать, а уважать надо за что-то. Я сейчас не вижу, за что уважать. За то, что сидели снайпера и стреляли. Это провокация. Чистой воды провокация. Опять же, это сценарий. Люди, подумайте, кто сценарист, кто за вами стоит и за что вы работаете. Как бы вам потом отвечать не пришлось, и детям вашим. Спасибо.